Ведущим свойством поэтики Алай Жарок является величание невесты. В характеристике образа девушки используются традиционные символы, описывающие красоту и ее жизненное предназначение как продолжительницы рода. Чудесная, сказочно прекрасная, любимица людей, живая и жизнерадостная, скромная, красная бусина и так далее. Среди типичных метафор отметим образы точеной колыбели, уподобление девушки небесным светилом, воспевание невесты как фарн приносящий, как отмечает Хамицаева. Основная идея во всех вариантах одна – воспевание идеальной невесты, такой, о которой мечтал и жених, и его родня. Пелась она с верой в словесную магию, которая должна вызвать к жизни то, о чем пели во время обряда Алай. Характерно также наставление невесты на жизнь в новой семье, пожелание ей послушания и уважительного отношения к старшим, любви к младшим. Примечательно, что Алай, так же как и некоторые другие свадебные песни, сопровождалась движением по кругу. Как отмечают исследователи, все присутствующие, не исключая старух и стариков, становятся в круг, берутся под руки и начинают танец вокруг очага с песней и припевом «Ой, Алай», хлопанием в ладоши и в доску. Итак, Алай Жарок являлась одной из составляющих обряда обхода вокруг очага как символического центра Дома мира и выполняла ритуально-магические функции. Назначение песни в свадебном обряде можно определить как возобновление жизни в новом качестве. Об этом свидетельствуют особенности поэтической организации, в которых отражается статус свадебного обряда как космогонического ритуального акта. Статью подготовила кандидат искусствоведения, младший научный сотрудник отдела фольклора и литературы Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Дзлиева Дзираса Майрамовна. Done well.